Devam etemiz saygılı dostlar ve tamam şimdi bizim musafirimizni taqdim etmege vaqt keldi. Musafirimiz bugün kaydetilgen bayramlardan birisi hakkında bizge tarif edecek ve geliniz tanış olayıq. Yayınımızın başında aytkan edik, sentyabrның 10-ында çeşit renkli güldestelerinin kunu kaydetili ve tamam şu mevzunu biz aydınlatmağa isteyimiz. Bizim studiyamızda ise Floristika студиясының ребері Игорь Сидорчук. Селям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Как началось утро? Началось утро хорошо. Мне даже удалось вызвать такси и вовремя приехать. Мы сказали нашим телезрителям о том, что 10 сентября отмечается такой замечательный праздник – День разноцветных букетов. И вот хотелось бы поближе познакомиться с этой темой, с темой цветов и букетов. Да? И вот, но перед этим вот расскажите о себе, как вы вошли в мир флористики, с чего все начиналось? На самом деле, как обычно, в флористику приходят две категории людей. Либо совсем сумасшедшие флористы, такие художники, творческие люди, да? Либо люди, которых этот мир затягивает случайно. То есть у меня получилось случайно, это как бы изначально это был семейный бизнес родителей моей жены, то есть они как бы выращивали цветы, вот. Но в определенный момент я сказал, слушайте, а может быть как бы хватит, может давайте как бы перейдем более на высокий уровень. А мы поехали с супругой учиться в Москву, то есть и там, как бы, да, изначально заканчивали. И постепенно, по чуть-чуть стали привозить более интересные вещи, которых здесь у нас в Крыму еще не было на тот момент. И да, это достаточно модное такое слово на сегодняшний день, флористика. Да. А можно Почти ли в Крыму, ругательное. Можно ли в Крыму где-то профессионально этому обучиться? К сожалению, нет. Почему? Потому что у нас в Крыму есть энтузиасты-одиночки, которые ведут личное курсовое, как бы не курсовое, а личное обучение, да, вот такое профессиональное, но их очень мало. То есть это хорошие флористы, качественные, но методические какие-то моменты подготовки, ну, немножко прихрамывают. Все-таки они хорошие творцы, хорошие художники, но не очень хорошие преподаватели. Все равно все основные, скажем так, крутые крымские флористы проходят квалификацию. Это Москва, Питер, кто-то уезжает вообще за рубеж. То есть, у нас, например, мы обменивались опытом с Белоруссией, с Литвой, то есть с теми признанными школами европейскими уже флористики. Вот для понимания, флорист это человек, который декорирует цветы, делает всякие инсталляции с помощью цветов. Обычный продавец цветов, он флористом не является. Не является. Вот это, кстати, большое заблуждение о том, что у нас флористами называют, в принципе, всех. Флорист — это, ну, я не знаю, у нас, по-моему, есть две профессии в Крыму. Это флорист и таксист, где может работать каждый, да? На самом деле нет. Флорист, в большей степени, это художник все-таки в цветах, да? То есть это художник, который использует для своей работы цветы. А продавец цветов, да, это человек, который просто реализует качественно вам там 3 розочки, то есть почистит их хорошо, подрежет, завернет, но это не флорист. Понятно. И переходя к тенденциям нынешним, вот новый сезон, осень, какие букеты актуальны в этом сезоне? Ну, смотрите, во-первых, сейчас все-таки мода на конструктивизм, она продолжается. То есть это цветочные конструкции, да, различных размеров, там, от маленьких, скромных, заканчивая там громадными композициями там, на 1,5-2 метра диаметром, с многоярусные какие-то позиции. То есть это все продолжается в моде. То есть основоположник Грегор Лерш, по сути, создатель современной флористики, он как бы диктует, что еще пока мода не прошла на конструктивизм. А сейчас вот буквально в Москве недавно прошла выставка, мы смотрели, какие там новинки были введены. Ну, на самом деле, тут такие тонкости, которые, наверное, рядовой потребитель не оценит, да, то есть мы только это видим. То есть пока как бы тенденции остаются те же самые. Единственное, вносит коррективы осень, да, то есть я бы рекомендовал всем нашим зрителям обратить внимание на сезонные цветы. Это сейчас буйство красок, это хризантема, это георгина, это астра, которая почему-то недооценена у нас. Это очень классные композиции, именно сезонные. Потому что зачастую, знаете, когда приходят к тебе в салон осенью и говорят, слушайте, а у вас тут пионы с тюльпанами есть? Мы говорим, ну, вообще есть, как бы, но вам они вряд ли сейчас понравятся. Может быть, в сторону георгинчиков посмотрим. Пионы и тюльпаны — это все летнее, это весна, весеннее. это весна. Пион, тюльпан — это весна, лето — это такие позиции, как роза, это как гербера, там, да, сложноцветные. То есть вот такие вот позиции, как бы, да. Это я бы рекомендовал именно все-таки цветы покупать по сезону. Если вы хотите, чтобы ваш цветок радовал долго в вазе, берите цветы по сезону. А что касается искусственных цветов, все-таки флорист — это человек, который делает инсталляции, декорирование. Используется ли Используется, да? Используется, но искусственный цветок, опять же, только высокого качества. То есть это не Китай, это не даже там
Не наше там производство, я имею в виду, там не российское. Качественные цветы в основном производят такие страны, как Голландия, как Польша. Если вы увидите вот, именно действительно качественный искусственный цветок, вы его, в принципе, там, с расстояния сантиметров даже 30 не отличите от живого. То есть и он используется, конечно. Вы сказали о сезонных цветах, но все-таки на протяжении всех сезонов какой бы вы цветок назвали королевой? И вот всем известно, да, что роза – это королева всех цветов. Сохранила ли она свое первенство среди букетов? Среди, скажем так, роза трансформировалась. Почему? Потому что сейчас садовники творят чудеса, и современные розы, там, садовые розы, которые мы можем увидеть, они в принципе на розы не похожи. То есть люди приходят и говорят, это пион, это что, это гортензия, нет, это роза. Просто вот такой сорт. И роза, конечно, она лидирует и в продажах, и лидирует в наполняемости букетов. То есть порядка 40% наполнения букетов все равно используется роза. То есть это хороший цветок основы. Но сейчас пошли тренды на другие цветы. Сейчас людей уже интересуют такие цветы, как гидрангия, ну, гортензия, которую все знают. Уже пошли тренды на какие-то экзотические позиции, например, такие как протея. Такая огромная шишка, классная. Вот южноамериканская, южноафриканская их выращивают. А вот такие вот уже, то есть уже люди хотят что-то интересное. То есть и уже смена трендов намечается. То есть уже люди хотят что-то другое. То есть даже, например, мы знаем, наши коллеги, в Москве есть большая сеть, и она вначале думали, что она провалится, на самом деле она отлично пошла. Она так и называется, сеть магазинов без роз. То есть у них есть все, кроме роз. И на самом деле это тренд и общеевропейский тренд отходить от розы и брать другие цветы. Есть ли у вас любимый цветок? Или, возможно, сочетание цветов? С какими цветами вы любите работать? Я люблю гвоздику. И она, вот это точно самый недооцененный цветок, на самом деле. Несмотря на то, что да, она не настолько популярна, да, гвоздика? Он шикарный, потому что у нас есть стереотип, что гвоздика может быть только красная и только вот по скорбному поводу, да. А на самом деле гвоздика это шикарный цветок, она дает такое количество палитровых красок, ну, роза столько не даст. То есть гвоздика это просто идеально. Плюс она классная для работы, потому что она очень крепкая, очень стойкая, очень ароматная, и это прям вот для работы супер цветок. С какими цветами можно сочетать гвоздику? Роза, лизиантус, та же самая гортензия, с хризантемой, если брать конкретные сорта хризантемы, например, игольчатые, вообще классно сочетаются. А все-таки, по вашему мнению, что важнее во флористике? Это какие-то творческие способности, фантазия или все-таки знание вот, технических сторон? Ну, как, флористы многие со мной поспорят, но я все-таки технарь, я считаю, что техника самое основное. Почему? Потому что, знаете, как у Льва Толстого, гений — это 5% таланта и 95% работы. То есть флористика — это 95% работы. Потому что к нам многие приходят подмастерья, которые говорят, я люблю цветы, я скомпоную. А потом, когда они трое суток у нас поработают, понимают, что такое цветы, и говорят, не, вы знаете, я не очень сильно люблю цветы, наверное. В этой профессии больше девушек или мужчин? А вот тут как бы как в кулинарии. То есть девушек больше, да, но профессионалов больше среди мужчин. Ничего себе, Да, вот так вот. или? Очень интересно. А бывают ли у флористов благоприятные сезоны, неблагоприятные сезоны? Возможно, лето, наверное, не очень благоприятное, потому что жара, много Опять брака. же, смотрите, здесь идет момент, кто с чем привык работать, да, то есть если флорист ориентирован на коммерческий рынок, да, то у него неблагоприятный сезон, понятно, зависит от наполняемости его города. То есть, например, если вы спросите у ялтинского флориста, он скажет, ребят, лето, ну это супер. А спросите у симферопольского, он скажет, господи, ни за что, и все, лето, вырванные годы. Вот. Поэтому тут как бы есть сезонность, конечно. Ну и во-вторых, есть стереотипность покупки цветка. То есть, например, когда люди привыкли, что 14 февраля, 8 марта, да, то есть в эти периоды люди говорят, окей, все, мы готовы там потратить на цветы, поэтому у тебя полет для творчества открывается, потому что ты можешь собрать что-то хорошее, красивое. А в обычный какой-то момент человек приходит и говорит, слушайте, ребят, ну тут что там цветы? Ну, чуть дороже чашки кофе, делайте мне чего-нибудь такое. Ну, ты понимаешь, что это невозможно сделать. Кстати, вот я хотел бы акцентировать внимание нашим зрителям. Друзья, флористика — это недешево. Сразу, чтобы было понятно. То есть, потому что если вы хотите хороший качественный букет, ну, это как хороший качественный автомобиль, его нельзя собрать за какие-то скромные деньги. А что касается свадебных букетов, какие цветы актуальны в этом сезоне? Свадебные букеты. Ну, смотрите, вообще в
сезон на самом деле уже на экваторе, да, то есть, вот, если мы говорим так, свадебный. А тут я бы все-таки от общей концепции свадьбы говорил. Почему? Потому что, да, есть тренды по раскидистым букетам, есть тренды по еще там ряду позиций, но я бы все-таки брал от общей концепции свадьбы. Потому что не всегда, то есть иногда девушки приходят и говорят, я увидел в каталоге вот такую шикарную. Мы говорим, окей, а как у вас будет полностью оформлена свадьба, в каком стиле, какое у вас будет платье, какой будет костюм у жениха. И оказывается, то, что она видела, ей совершенно не подходит. Будете кидать букет или не будете кидать букет? А опять же, если будет кидать букет, открою тайну, есть делать всегда букет-дублер. Тот букет, который у девушки никогда не Это кидается. слишком дорого, конечно. Конечно. Интересно. А чем вы вдохновляетесь при создании своих работ, шедевров? Это, конечно, интересно. Каждый раз по-разному. Вообще музыку слушаем. Вот это, по-моему, самая классная, оптимальная штука. То есть вот музыка, причем тут ты можешь себя настроить на любой лад. Если тебе нужно что-то там в стиле драйв, приходит там молодая, у нас недавно была молодая пара, они пришли, говорят, у нас скромная свадьба, но в стиле Микки Мауса. Ну, то есть там какие-то жених в шортах там красных, там с бабочкой. Вот. И ты понимаешь, что им нужен там букет в формате драйва такого молодежного. То есть все, включили какой-нибудь там рок и... У вас там фанатека по жанрам. Да, там. А кому-то нужна, наоборот, классика. То есть тут уже можно включить Моцарта. Вот как музыка влияет. Здорово. Какой бы вы совет или напутствие дали молодым профессионалам, которые только пришли во флористику? Ну, первый вопрос задать самому себе вопрос, насколько оно мне надо. То есть, потому что я сразу говорю, друзья, флористика, это как и любое прикладное изобразительное искусство, это сложный процесс, это сложная работа, тяжелая. Поэтому, если вы действительно вам это надо, то второй момент – это как можно больше учиться и желательно в максимально хороших школах. То есть вот не пожадничайте на образование, а лучше не открывайте сразу какой-то там магазин с крутым дизайном, лучше потратьте на себя, лучше поедьте, поучитесь. Это будет намного ценнее, чем сейчас сразу там влиться в флористический бизнес. Да, потому что, как правило, все хотят всего и сразу, но не всегда получается. Клиенты оценивают профессионализм. То есть клиент, на самом деле, я могу сказать, как мы начинали, то есть мы начинали там чуть ли не в палатке. То есть клиент оценивает не внешний антураж, клиент все равно оценивает конечный продукт. То есть если у вас качественные, хорошие композиции, неважно, где они будут произведены. Да, человеку не важно, в какой студии продается этот букет, ему важно, какой букет ему продали. Конечно. И какой букет, как он собран, с каким отношением, это тоже важно. Потому что цветок — это все-таки живое существо. Хоть и срезанное, но живое. И он очень чувствует энергетику. Очень. А есть ли у вас какие-то секреты, как продлить жизнь цветам, уже срезанным? Ну, это, наверное, будет больше к голландцам, чем ко мне. А что касается букетов? Ну, на самом деле, смотрите, первый самый простой секрет, не секрет, а это железобетонное правило. Чистая холодная вода, и это связано с чем? В цветах развивается, точнее, в воде развивается микрофлора. Цветок срезан, капилляры забиваются этими бактериями. То есть, если вы меняете воду каждый день, ну, хотя бы через день, вы в 2 раза уже продлили жизнь букета. То есть это, во-вторых, товарное соседство. То есть если вам подарили несколько букетов, ну, не стоит полевые цветы, например, объединять с цветами, например, там, весенними. Ну, потому что очень часто бывает, что человеку подарили несколько букетов, у него вот здесь стоит там, полевой букет, а здесь у него стоит букет тюльпанов, там, привезли ему голландский. То есть это тоже имеется. У них разный температурный режим, они друг друга не любят, то есть вот эти позиции, то есть это тоже надо разделять. В идеале под каждый букет отдельная ваза, просто чтобы вам не заморачиваться, не придумывать, какое товарное соседство, а можно, нельзя, просто под каждый букет отдельная ваза. Есть такие мнения, что розы, допустим, нужно срезать именно под каким-то определенным углом, чтобы они дольше держались. В воду нужно добавить немножечко сахара. Любой цветок срезается под косым углом, любой, неважно, роза, хризантем, неважно. Любой цветок. Да, чтобы был больший срез, да? Да, это больше диаметр, да, больше цветок потребляет воды. Второй момент по поводу среза. Срезаем только острым ножом. Никаких ножниц, секаторы. Если у вас профессиональный секатор, то можно. Если нет, то лучше все-таки нож. И вот даже флорист, я, например, работаю только ножом. То есть флористы, кто уже там
ну, так, на потоке, да, скажем так, обычно, когда это вот в товарной, там, коммерческом букете, там уже секатором, острым, хорошим, ну, там просто уже физически времени у человека не хватает ножом работать. То есть вот этот побед. Сахар не надо. Это все, а вы, опять же, просто увеличите объем этой микрофлоры, которая просто там размножится и забьет вам весь букет. Я бы рекомендовал просто холодную воду. Если есть возможность, во многих флористических магазинах это уже есть, это специализированные средства, сказали без рекламы, поэтому название говорить не буду, специализированные средства по защите растений, именно по продлению жизни. Они везде есть, они стоят там, буквально копейки. Спасибо большое за советы, спасибо, что посетили нас сегодня. А что вы пожелаете нашим телезрителям? Телезрителям, ну, во-первых, хорошего дня, во-вторых, желаю всем приобретать исключительно хорошие, качественные цветы. Благо, что в Крыму сейчас этого очень много. А мы вам желаем успехов, творческого вдохновения, в первую очередь, в вашей профессии и, конечно же, ярких красок, как и жизненных, так и в букетах. Спасибо большое. Мана бөле мерақлы еді біздің субетіміз чоқ шей огрендік. Мен меселі мана оғлан бала болсам да, менің ішімді чечеклер мезусы пек мерақлы еді. Шымды исе невбетте бір тенефіс япамыз ве музыкаль тенефіс япы бір еріні діңлейміз.